Так, в Нагорный заехали поселок. Ну, уже все, бросили его. Только вот здесь вот метеоролог. Вот поле здесь с приборами. И вот сюда по дороге вот станция Нагорная. Ну, что-то ее тут... ну есть дорожка, да. Ну так себе, не почищенная вообще. Видно, тут заметало, потому что снега прям поприбавилось. В общем, на станции там еще движняк есть, а тут все забросили уже. Река Темптон, и на подъем от Нагорного уже тут асфальт. Это от границы Гравийка начинается, и вот в Нагорном асфальт уже до Нерюнгри. Теперь следующий у нас Гравийка будет Чульмакан. Чульмаканская петля, на нее Гравийка начинается. А вот дорожка сюда пошла, это артель Нерунган раньше была. У них вот по этой дороге туда километров 200 можно ехать. Ну, до Темптона доезжаешь, потом переправа вброд и дальше дороги, и такая разветвленная сеть. То есть, ну, может, уже не Нерунган она называется, может, уже выкупил кто-нибудь другой. Но я туда на трале ездил. Речки вброд, ну, не Темптон. До Темптона я довозил технику и куда-то на участок возил. Там какая-то река, не помню название. Там вброд переезжали. Все, поехали на Нагорный. Раньше такая кривая тут дорожка была, гравийная, ну давно. Хотя, ну как, это после 10-го года сделали. Потому что я до 10-го года здесь тусовался, тут был гравийка. Да и вообще была гравийка, в принципе, почти везде здесь. Ладно, выключаюсь, а то фильм в полутьме ни о чем. Все, давайте встречу. Чутка засниму тут якутских извилистых трасс. Ну, по Становому хребту идем. Ну, через него тут мы, конечно, переваливаем, и тут по горам. Ну да, хороший ветер был или что-то такое, прямо на такие переметы, видите? Снег беленький, чистенький. Видно, вот на смену погоды ветрено было. Вот, едем. Вот сейчас минус 25 всего. Еще лето. Лето надвигается. Так, тут только надо не зевать. Тут повороты так себе. Ну, чтобы не закладывать. Да уж, ледяное безмолвие. Тут же все вот это кедровый сванник, его так вот ветром заметает, а там под ним, ну я представляю, там, наверное, пустоты остаются или что. Но он тут густо растет по горам. Наверное, как этот берлоги для медведей, прямо готовые. Вот это кажется, что как бы типа ровно и чуть-чуть деревьев, но среди деревьев это все сванник. Грубо говоря, он такой ростом, ну, может около 2 метров максимум. Ну, ходишь как бы, ну, как человек ростом. Над ним не видно, но там, ну, как раз, да, наверное, 1,80 м, 2 где-то метра. Все снегом позаметало, как сплошное поле, кажется. Ну, шишки, как у кедра, только маленькие зернышки. Ну, собирают их, в принципе, что то же самое, вкусные такие же. Но единственное, что они как бы по... Ну, зернышко меньше и кожура потолще. Зубами так пощелкать, наверное, без зубов останешься. Так, надо
зеркала протереть уже что-то. Или они запотели, не знаю, этим инеем каким-то. Южная Якутия, в общем. Ух, как скрипят колеса по морозцу. Ну, короче, тут недалеко осталось. Сейчас 293, а на гранитном, по-моему, 375. Короче, 85 километров, и мы приедем до взлетки. Ну, стоянка. Хочется в душ занять. Там душ, ну, наверное, самый крутой в России. Если... Ну, я имею в виду, что все чисто, так просторно. Ну да, так дымка стоит, снежок как-то, наверное, или ветром гоняет, или что-то сыпет впереди. Да, 24 даже минуса стало. Тут, грубо говоря, это утро, да? Утром само давит. Тут полтинник был буквально 2 дня назад. Короче, мы с собой везем тепло. Ну, там Андрей, у меня знакомые, они возвращаются, но в Нерюнгри ночевали. Сейчас где-то должны встретиться, наверное. Если они до обеда спать не собираются. Они ехали вчера 49, самое меньше было там от Якутска, когда отходили. Потом 42 в Тамоте. И уже тоже, по-моему, 25, он сказал. Или 32, наверное. Что-то такое было в Алдане. То есть везде тут, видать, вот это вот дымка, снег зашел, тучки, как бы, и мороз отступил. Ладно, в общем, так, атмосферы добавить якутской. Заснял, не знаю, как на камеру, вот эта средняя такая освещенность. Ну, посмотрим. Ладно, едем дальше. Тут особо подъем только можно будет заснять на аэропорт в Чульмане, там такой затяжной. Все. Вот так вроде тут дальше ровно относительно. Все, ладно. До новых встреч. Тут как раз это поднялись на самую верхушку, наверное. Видите, ветер мел, все деревья белые, все белое. Это вот здесь туннель. Ну, тут как бы БАМ, железная дорога, но вот это на Якутию, которая идет, АЯМ, типа Амуро-Якутская магистраль. Ну, тоже одноколейная. Раньше до Нерюнгри была, а сейчас ее уже все до Бестяха довели. И вот где-то как раз вот тут туннель, вот мы сейчас над ним будем где-то проезжать в этом районе. Ну, самое место. Вот так 23 даже стало минуса. Ну так не видно, там вот какое-то здание. Это ж, наверное, или вентканал выходит, или вход здесь как раз ДЖД. Наверное, вот здесь вот как раз въезд, да, 299 километр. Какая-то дорожка пошла. Ну, наверное, вот как раз. Ну, там все равно раньше и военная часть была, не знаю, как сейчас. Охраняли стратегический объект. Так, тут знак. У нас неровная дорога. Оба-на! Точно неровная. Подтверждаю. Ну да, далеко не видно, дымка стоит такая снежная. И вот тут вот выход где-то, по-моему, с тоннеля.
Вон уже рельсы дальше пошли, да, вот тут вот кусочек получается. Ну, длину не подскажу. Что-то в районе, наверное, 2 километра, что-то такое. Горочонки тут вот налить. Все время аж уже это подымает. Ну, лед, который намерз, уже там толщиной метр, снизу давит уже вода и подымает. Ну, наверх видно. Выхода нету, поддавливает и такими, знаешь, как это, как вулкан начинается. Так. Вот тут оперативные просторы покатились дальше. Ну, вот это вот мы верхнюю точку прошли, сейчас чуть вниз, и Алданское Нагорье, получается, это все считается. Ну, может, не прям здесь, это становой хребет отдельно, а там дальше, ну, высоты, вот как Нерингри, там она в районе там километра высоты над уровнем моря. И вот это по горам, и потом уже к Томоту типа спускаться. Так, что-то вот неровная дорога, а я... Тут где-то, помню, есть за поворотом такой прямо куска нету дороги. Вот, по-моему, вот сейчас где-то здесь. Сейчас вам покажу, как нет куска дороги. Вот тут за лесом рельсы идут. Ну, тоже тут тепловозами поднимают. На подъем хороший для, ну, для поездов тоже тут проблемы. Там сцепляют по 8 этих там, ну, дизельных тепловоза или как, ну, наверное, локомотива дизельных, и тащат уголь. Здесь же вообще в советское время Нерингри, 75-й год основан, а Чульман был там с 50-х годов. Ну и потом решили Южно-Якутский территориально-производственный комплекс это затеять. И в 75-м году приехали, ну, под разрез, геологи разведали. Вот это место, да. Как-то тут, что-то тут просто раз. В общем, геологи разведали, и пласт мощный назывался в Нерингре, и начался открытым способом Нерингринский угольный разрез. И под это дело строились Серебряный Бор, ГРЭС, обогатительную фабрику, там ремонтно-механический завод, домостроительный комбинат там построили, который из панелей дома делал. В Нерингре там, в принципе, 9-этажки, 5-этажки такой город. В 75 году в лес пришли, и город был сколько там жило, наверное, в лучшее время 1070-80, наверное. Ну, сначала был поселок Пионерный возле разреза, как так старый город называют его. В палатках вообще жили. Ну и постепенно вот, а сейчас уже разрез, все, у него уже проектная мощность выработана, там уже глубоко копаются. Ну и вокруг получается много. Шахта Денисовская, там шахта Инаглинская, ну, уже пласт этого угля, который открытым способом рыли, он на глубину уходит, и там куча малых разрезов всяких с разными названиями. Ну, то есть везде копают как могут, где открытым способом. Ну, вот Инаглинская, Денисовская уже шахты. Ну, Денисовская вечно там у них, не знаю, как сейчас там, вечно она была, откроют ее, потом закроют, вода там, короче. Вода все время затапливала.
общем. Ну, а потом начались вот это Восточная Сибирь, Тихий океан, нефтепровод пошел. У нас там офис в городе построили, тоже там управление этого, ну, компрессорной станции тут в округе. В Чульмане там тоже что-то на выезде есть, я не знаю. Ну, короче, есть работы, прибавилось. Когда стройка шла, вообще тут нормально было. А сейчас Сила Сибири идет, первая очередь, вторая. В этих краях. Ну, то есть они, все газопроводы, нефтепроводы, они с севера Байкала обходят. И вот со стороны Алекминска на Алдан выходят сюда. И потом уже вдоль трассы здесь вот идут Сковородино, ответвление пошло в Китай. И дальше еще на Приморье там куда-то. Ну, по крайней мере, в Облучье есть компрессорная станция рядом. Я туда экскаватор как-то возил. Ну, не доезжая Облучья, направо там сворачиваешь. Ну, в общем, нефтепровод в тех краях идет на восток и частично в Китай уходит. Ну и газопровод, они примерно, ну как, маршрут параллельный у них. Там плюс-минус, я не знаю, они там километр друг от друга, может. Там уже, в принципе, и притрассовые дороги есть, и ну, как бы своя кухня там у них. От Алдана там она закрытая дорога, на Алекминск можно проехать. Ну, по притрассовой нефтепровода, по крайней мере, я ездил. Ну, когда стройка шла, там еще такая дорога была, что продрали бульдозером по горам. Сейчас-то она уже нормально функционирует, но функционирует. Получается, это только, по-моему, там лишь бы кого не пускают. Ну, плюс переправа ж там, я не знаю, через Лену в Алекминске, как там. Ну, кто местный, там, скажите, как это сейчас все дело обстоит. Алдан, Алекминск, там, по-моему, по прямой сколько, ну, может, 400 где-то, если не ошибаюсь. Тогда, это помню, вот 8-й, наверное, платили тогда. Там 700 тысяч туда было доехать. Эти 400 километров. Ну, побольше с Нерингли, по-моему. Ну, неделю где-то ехать в одну сторону. Потихонечку. Так, что-то я на 10-й выкатился. Ну, у меня, я как бы не сильно тяжелый, 25. Она как бы не сильно кочегарит, но все равно это затяжной спуск. Я сейчас чуть-чуть с поворота выйду. Скорость подровняю, пока она не это раскочегарилась. На 9-ю переключусь. И на 9-й потихоньку. Ну ладно, выключаюсь, короче, обстановку доложил. Якутия началась. Ждем Тита. Подлетаем в взлетке. Кафе. Ну тут как бы он Чульман по объездной. Тут он, ну это Чульманская ГРЭС. Вон зала отвал. Ну видите, это зала с водой вымывается, ну уголь когда сгорает. И тут вот он, новогоднее настроение. Все деревья в инее, в снегу. Ух, дымит, вся задымилась. Что-то ветра нету, видать, все на месте. Сейчас будет аэропорт подъем. Ну, за Чульманом. К аэропорту там такой круто подъем, в общем, есть. Ну, сейчас проблем не должно быть. Это вот поселок Чульман, там он видно чуть-чуть дома. Ну, по нему там знак стоит, грузовикам запрещено. Можно как-нибудь, конечно, проехать. Ну, ладно, в общем, сейчас включусь, подъем, пойдем. Так, река Чульман. Проезжаем. Да и погнали на подъем тогда уже. Ну, тут 38 минуса.
низинке. А так мы стояли 33, по-моему, было, где взлетка кафе. Ехо. И тут такой затяжной от реки, а потом в конце... Ну, прямо нормальный там взлобок такой есть. Как межсезонье, тут если не посыпать, тоже не проезжает. Это вот кто этот, как же было, Крафт, дальнобой или что-то такое, с Хабаровска. Как-то у него там есть съемка, да, он буксанул, его чуть подсложило, и трал такой с бочками какими-то большими, и прям на него его несет. Ну, он тоже его начал складывать, короче, трал, и он там буквально там, метров 5 от его машины, ну, получается, на обочину зашел. И там за что-то, видать, затормозился. Все вот так наперекосяк там встали. Да. Короче, такое, когда мороз, в принципе, на лыжи не должен встать. А когда вот межсезонье, мы вот тут, когда ездили, как бы старались вообще в это время никуда. Ну, потому что будут все подъемы с лопатами. На трале это вообще там не разогнаться, ничего. Вроде и полный привод, но веса такие возишь, что не вывезешь по скользкому. На лыжи встанешь где-нибудь. Короче, я сколько отъездил без происшествий тут всегда. Ну, обычно надо тормоза подводить на прицепе, все время смотреть. Я там после каждого рейса подводил, чтобы держали, потому что бывает, тут ездишь, гор нету, все нормально, потом где-нибудь буксанул на ручник, а прицеп не держит, или и на машине еще бывает не держит. И поехали кататься задом, там, в неуправляемом заносе, там особо там не нарулишь, когда несет. Ну, зацепа нету, рулевым колесом тоже. Так, ну я, как обычно, автомат у меня. Подниму ленивец. Ну, на таких крутых автомат, в принципе, нормально отрабатывает. Он, главное, чтобы вверх не переключался. Тут он, видите, гранитной крошкой такой по полсантиметра отсыпано. Он делает вашу резину как шипованная. И вот самый вот этот момент здесь романтичный. Сейчас я тут чуть на обочину по камушкам поеду. Еще, видите, затягивает и переключился. Ну, веса немного на 7-й. На 7-й нормально. Тут аэропорт Нерюнгри находится в Чульмане. Отсюда, ну, как бы на Москву летают везде, Якутск. Но если вам надо будет в Хабаровск какой-нибудь, по-моему, нет самолета. Тут даже прикалывались. У меня друг тут работал в Сбербанке, а у них получалось головной, по-моему, ну, не в Якутии, а в Магадане, что ли, был, как-то так. Типа, приезжай. Надо в Магадан что-нибудь потереть, съездить. Садишься, летишь в Москву. Отсюда потом с Москвы в Магадан. Ну, чисто на самолете покататься. С Якутска-то летают по УСам, много там где. А Нерюнгри, по-моему, нет. Ну, там как бы малая авиация. Ну, такие Ан-24 винтовые. С Якутска везде там. Ну, по территория аж большая, там дорог нигде нету. Так что тут свои приколы, да, с логистикой. Ладно, в общем, едем дальше, впереди. Ну сейчас будет Чульмаканская петля еще скоро. Чульмаканская петля. Дорога вот, и вон там внизу она. Тоже красиво тут. Минус 35 на улице. Вообще хорошая погодка сегодня. Ну вот потепление как раз вот сегодня воскресенье. Получается в понедельник уже вот здесь везде
на 20 даже. Тут, по-моему, в Нюрнберге 20 с чем-то будет. Это я полотенце развесил, запотело стекло. Так, ну вроде держит что-то. Третья. Так, Василия не видно, вон там, по-моему, его впереди, он едет, меня минут на 5 раньше стартанул. Ну, чтоб я это вперед не убежал. У меня чуть побыстрее, типа, на подъемы идет машина. Типа вместе едем. Красиво, необычно. Белым-бело. В общем, весной, конечно, тяжело вот по такой дороге. Ну, солнце начинает ярко светить. Уже дорога белая, все вокруг белое, деревья белые. Аж глаза без очков вообще тяжело. Так, тут надо как-то это на горняке на 3-м положении. В повороте. Готовьтесь к отдыху. Это вот от Тынды получается 4:15 сюда. Ну, рулежки именно, он же рулежку считает. И вот так вот без использования тормоза потихоньку крадемся. Посыпка вся уже такая вкатанная. По-моему, есть эти камушки на везде. Тут если что, гравийка, видите, отгрейдировали, видать, недавно. Ничего так едется. Ну, асфальт вон начинается там вот внизу за мостом. Это ж Чульмакан как раз река. И называется Чульмаканская петля. А тут уже пошла стиральная доска. Только сказал, что хорошо отгрейдировали. Ладно, в общем, дальше Тит нас ждет. С Малого Дурая выход такой. Все вообще в снегу какой-то. Дорога вся белая, все круто выглядит. Ну, как на камеру, не знаю, но это мы к Хатыми подъезжаем. Сейчас там отобедать надо и штурмовать. Ну, проблем не должно быть. Там Андрюха, вот у меня проезжали они. Все посыпано, никто не висит. Да и мороз минус 30 сейчас стало, кстати, теплеет, но... Короче, мы вовремя на Якутию. Как раз вчера еще они проезжали, там 49 было, днем 42. Так нормально теплеет. Вот снежок, видите, какой чистый. Единственное, как-то удивляет, что вот, ну, такие просторы, да, и нигде нет следов, очень редко видно. Там зайчик побегал там или... Ну, как нету живности вообще. А, вот, кстати, только сказал. Вот след кто-то прошел. А, ну и вот еще. Это заяц. Ну, получается, такие две лапы и от хвоста отпечаток. Короче, белым-бело. Красотища. А впереди что-то туман какой-то или снег идет. Так. Автомат включу, то я на механике ехал. Я вот механикой редко пользуюсь, и потом на ней, получается, забываю автомат воткнуть. И могу газовать где-нибудь, пока клапана с поршнями не встретятся. Ну, тут вроде такого не бывает, не знаю. Необычно, да, так? Все прямо, ветки, все. Именно такой, не знаю, снег или иней, потом на него снег нападал. Ну, то есть прям
Там дальше будет вообще красотища. Это в районе Малого Немныра. Если солнышко будет, там вот такие же деревья, но только даже вот ни одного темного места нету. То есть оно полностью облепленное. Как-то там ветрами или что-то надувает. Так, ну посмотрим, как будет. Там наверху, короче. Уже на Тита поднимемся. После него эта красота ожидает. Предварительно. Ладно, катим дальше, в общем. Все, подходим. Хатыми проехали, вот впереди. У облачка. Над Титом как раз. Ну, это гора вообще правильно. Эвота называется. А перевал Тит. 1360 метров над уровнем моря всего тут высота. А тут прямо лес такой красивый. Прям сегодня погода вот минус 25 сейчас. Это Хатымы мы проехали. Супер просто. Сейчас чутка прокатимся. Меркугу сейчас будет. Ну там стоянка. И спуск, подъемчик. Ну сейчас асфальт уже накатали, он такой скоростной стал, в принципе. Проблем на нем нет. А раньше именной был подъем. Меркугу. В общем, на оперативный простор сейчас выкатимся. А, сейчас снизу как-то и не видно, да, Тита, хотя его сейчас за деревьями. Ну вот он в стороне чутка. А, все, мы ниже деревьев идем. Ну, в общем, сейчас подъеду, будем заезжать, пробовать. Ну, вроде не должно быть проблем, все едут. Подходим. Вон впереди, если видно, облака стоят над ним. Все просто белым-бело там. Так, а тут надо прикочегарить чуть-чуть. Ну, это еще не подъем на Тит, я имею в виду. Тут все время на подъем идете потихоньку, потом сама прямая будет уже. Где тоже надо кочегарить. Тут что-то почему-то по встречке нормально, а наша полоса, не знаю, бульдозер катался или что, выбита прямо как этот, стиральная доска. Так. Главное не по стиральной доске разгоняться. А она как-то везде стиральная. Так, Василий вон впереди едет. Но нам вот сюда, на подъем. А это тут повыше как бы место. Хорошо нам не туда. Именно вот так бы сделали дорогу. Вот сейчас вот после левого поворота там прямая пойдет. По таким стиральным доскам ездить быстро. Ну, конечно, больше скорость, меньше ям. Ну, туда как бы не яма, просто гребенка от этого идет. Снег тут нормально начистили. Точно ветра были какие-то. Да елки-палки, что-то. Это скорость 55. Вот знаки желтые стоят впереди, там оденьте цепи. Мерс встал, по-моему, да, вот впереди нас был.
Василий прошел, а я тоже погнал тогда на всю катушку. А что, у меня катушка как-то не очень катится. Да, Мерсик встал со шторой. Сейчас надо будет еще ленивец поднять. Но пока не поднимаю еще. Оп. Сейчас вторым рядом, как я люблю. Что-то я вообще не разогнался, нифига. Так, ленивец поднят. Ну да, что-то скорости вообще 0. А, нет, это КамАЗик. Да, что-то есть варианты привстать мне. Давай только не греби. Ну, вроде едет. 7-я даже. 6-ю. Ну, может быть, зря. Не, пошел уже. Дальше нормально должно быть. Ну, у меня с развесовкой хорошо. Ленивец поднял 14,4. Все наперед загрузил. Ну, попросил там повыше сложить, получается. Нормально. Оно даже не пыталось буксануть. При том, что я... Ага, вот здесь пытается буксануть. Посыпки меньше, но я газ сбросил. 6-я должна выехать. Только сказал, сразу чик. Ага. И надо тут поддать, наверное. Хотя на 6-й, по идее, должна выйти вот тут по встречке. Тут видите, какие нависают, аж лавина может аж сойти. Ладно, 7-ю сейчас раскочегарю, потом переключусь. Красиво на ветра надувают. Тут, блин, до августа месяца снег это тут в теневой стороне лежит. И облака стоят. Красотища. Что-то он как-то вообще бодро едет. Так, и тут по встречке. Чутка, давай, выгребай, буксуй. Вот тут уже резко мы распрямляемся, и получается вроде как и по ровной. А если по своей стороне идешь, там перепад очень большой получается в узком радиусе в этом. Вот он, тит. Вася остановился. Че, Вась, едем дальше или что? А, он там снимает, что ли? А, на телефон. Вот с Васей идем на парнике в этом рейсе. Да давай лучше ты езжай, а то я убегу, потом буду думать, где ты едешь. Думать-то прыгать надо, все, поехали.
поднялся? Ну да, вот тут на ровном только аж чуть-чуть подбудскнуло, а уже где, знаешь, расслабился. А так, да, нормально. А что, посыпано вроде все. Что-то один какой-то зубочек был маленечко такой, это, скользковатый. Но я тоже поднялся нормально, ничего, нигде, без приключений. Ну, в общем, вот так. Машин-то нету, все поднимается, одна машина только висела. Короче, тит спуск уже, наверное, я не знаю, что там спускаться. Или поехали, спустимся. Тут тоже горняк особо не помощник. Тут начало крутое вообще. Но посыпано. Ну, видите, после мороза как бы нормально. Это вот если бы было там сколько градусов, там 8-7, там что-нибудь солнышко пригреет, может, конечно, сорваться букс, там где-то на переключении можешь там чуть запоздать, и что-то не получится. Так, ну пока на горняке идет. Можно подотпустить, наверное, его. Там уже поровнее как бы. Так что Мерсик, я зря сказал, Мерсик с нами просто стоял на стоянке. Впереди поехал. Это союзовский КамАЗ, получается, подвис. Ну, они бывают там загружены. Они там 16,5 метров. Им там наложат как-нибудь груз, и все. Он там с цепи уже одел, и что-то и с цепями у него не получается. Так, сзади кто-то догоняет. Ну, в общем, считай, спустились. Сейчас будет красивое видео. В общем, буду снимать дальше.